Вот и все новости к этому часу. Впереди детали дня с Геннадием Левицким. Геннадий, вам слово. Спасибо, Егор. 16 февраля глава республики выступит с докладом перед депутатами Государственного совета об итогах работы правительства Коми в 2016 году и планах на перспективу. Накануне ежегодного доклада по поручению Сергея Гапликова министры правительства подводят итоги работы своих ведомств в эфире телеканала «Юрган» в студии программы «Детали дня». Сегодня речь пойдет о том, каких результатов достигла в прошлом году отрасль сельского хозяйства. Надо сказать, что именно отрасль сельского хозяйства, как в России в целом, так и у нас в республике, показала рост в прошедшем году. У нас в студии заместитель председателя правительства Республики Коми, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. Здравствуйте, Анатолий Пантелеймонович. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Анатолий Пантелеймонович, в начале разговора буквально только одна цифра. Несмотря на оптимизацию бюджетных расходов, объем государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств нашего республиканского бюджета в 2016 году был увеличен на 20,5 миллионов рублей, плюс 2%, и составил 876 миллионов рублей. Казалось бы, невелика прибавка, но результаты она дала очень неплохие. Давайте посмотрим сюжет моего коллеги Евгения Ершова. 7 десятков сельхозпредприятий, 407 крестьянско-фермерских хозяйств, почти 100 тысяч личных подсобных хозяйств. И ряды аграриев в Коми все время пополняются. Только в прошлом году появилось 7 перспективных фермеров. Встать на ноги им, конечно, помогут гранты. В 2016 году 7 начинающих фермеров и 4 семейные животноводческие фермы получили гранты на общую сумму 33 миллиона рублей. В этом году такая форма поддержки сохранится. Главная задача, которая стоит сегодня перед отраслью – увеличить самообеспечение региона своими натуральными продуктами питания. А еще 2016 стал рекордным по реализации инвестиционных проектов. Открытие новых коровников, реконструкция свиноводческого комплекса в Сыктывдинском районе и новое овощехранилище в Сыктывкаре. По-настоящему революционной стала новая ферма в Прилузском районе. Сегодня уже ввели первую очередь на коровник 480 голов. Больше всего времени подрядчик потратил даже не на саму ферму, а на строительство доильного зала и монтаж современной системы доения «Карусель». Конструкция за час делает 6 оборотов. В это время у доярки минимум работы, контролирует все специальная программа. Для новых помещений аграрии готовы закупить 200 голов племенного скота. Планируем в марте скот заселить. Думаем, что все будет нормально. В течение недели мы их должны обучить потихонечку. И техника надежная, потому что то есть оборудование, мы с ними работаем уже 16 лет. Какие бы там ни были, или у нас были линейка была, елочка, доильный зал в настоящий момент работает. Оборудование отличное. На реализацию этого инвестиционного проекта удалось привлечь и федеральную субсидию. 43 миллиона рублей направят на завершение строительства животноводческого комплекса на 1200 голов. За 2016 год построено и реконструировано 15 ферм в 9 районах Коми. Республика получила 1700 новых и 900 модернизированных скотомест. В этом году планы у профильного министерства все столь же амбициозны. Строительство новых молочных ферм продолжится. А уже в мае в Сосногорске планируют начать реализацию аквакультурного проекта. В результате рынок должен получить 30 тонн товарной рыбы. И, конечно, под контролем регионального Минсельхоза работа с землей. Для повышения плодородия разработали специальную программу и, опять же, с привлечением федеральных средств. Анатолий Пантелеймонович, я вначале сказал о том, какие деньги были выделены из республиканского бюджета на поддержку сельского хозяйства. Удалось ли привлечь деньги федерального бюджета и на что они были потрачены? Начну с того, что денежные средства для любой отрасли – это основное. Если заглянуть на конец 2015 года, конечно, республика тяжело завершила год, и имела кредиторку, и с учетом этого были урезаны по всем направлениям на 10%. В том числе и наша отрасль попала под секвестирование. Но когда я пришел на эту должность, это конец марта, проанализируя ситуацию, я понял, что без поддержки, без вливания денег нам не преодолеть, нам не выйти из ситуации, где у нас и кредиторка висела, где были объекты начатые,
еще давно, и они стояли без движения. Сделав анализ, я подошел к Сергею Анатольевичу, убедительно доказал, что нам нужны срочные деньги, мы должны запускаться, мы должны работать по-другому. И в конце концов, вот Сергей Анатольевич принял волевое решение, несмотря на то, что вот все отрасли просили поддержки, вот надо дать должное, именно благодаря ему мы получили 95 миллионов рублей. И в течение этого периода мы завершили все наши недостроенные объекты, начали новые. В итоге мы получили 15 объектов, из них 8 новых коровников, 3 коровника после реконструкции, еще там сеноводческий комплекс. Ну, мы об этом скажем, Анатолий Алексеевич, об этих объектах скажем. Это было хорошее начало, почти 100 миллионов рублей. Все-таки федеральные средства, их удалось ли получить, в каком количестве, может быть, и на что они пошли? Ну, федеральные деньги мы тоже получили сверх запланированного. Планировали получить 152 миллиона, получили на 23% больше к уровню 2015 года. Конечно, надо дать должное, в этой части мы проработали первый раз. Притом республика получила субсидию на прямые понесенные затраты по капитальному строительству. Это южная 43 миллиона в конце года именно мы смогли вырвать из Минсельхоза России, потому что многие регионы, кто взялся, не завершили стройку, а мы даже вот без этих денег, мы уже 30 ноября подписали акт ввода и 30 декабря уже торжественно открывали ферму. То есть, получается, для федералов это серьезный аргумент, когда они видят, что регион вкладывается в это, есть результат, это почти 20%, насколько знаю. Да, 20%, 23% даже получается эти деньги. Я знаю, что значительные суммы идут на господдержку сельскохозяйственных предприятий. Какие виды господдержки были в 2016 году и, в частности, по личным подсобным хозяйствам? Вообще о господдержке. Господдержка очень много у нас, где-то 40 видов господдержки, поэтому перечислять это очень они были долго. сохранены, я правильно понимаю? Все Они все сохранены, их 40 ровно мы посчитали. Но я бы взял за основу, основные это молочное производство. И в этой части, конечно, мы смогли просубсидировать и за сданное молоко, и за произведенное молоко, и за комбикорм там около 100 миллионов рублей. В том числе и мы смогли охватить и личное подсобное хозяйство. У нас там тоже есть поголовье коров, и вроде бы и немалые, 3,5 тысяч голов дойного стада. Ну, в общем, прилично. И мы вернули субсидию, которая была предназначена для закупки коров. Я помню, когда была ситуация, Да, она время везде. была прекращена, и немедленно люди почувствовали. Да, везде задавали вопросы, мы Да, ездили конечно. по районам, мы это быстро восстановили. Это не такая большая сумма, предел 5 миллионов рублей мы смогли найти, и именно в этом направлении. Анатолий Пантелеймонович, наверняка многие обращаются за господдержкой. В принципе, все имеют такую возможность. Всем предоставляете ли ее? Или все-таки каким-то образом у вас есть отбор? Вот этим можно давать, этим рановато, эти деньги уйдут впустую, а вот это пойдет на дело. Как отбираете? Ну, пока я скажу, кто с нами заключает соглашение, мы всем выделяем. Но есть мнение Минсельхоза России и мнение наших специалистов. Если кто слабо работает, то меньше 3000 доет литров в год молока, тем не субсидировать. Но Ваше пока мнение? я отстоял позицию, пока мы в этом году будем работать по старой схеме, но начиная с 2018 года, я думаю, что мы вернемся к этому. Надо будет всем задуматься и постараться Доказывать производительность. укладываться в наш порядок субсидирования. Понятно. Очевидно, что главная задача всех мер господдержки, согласитесь, развитие и рост производства сельскохозяйственной продукции. Давайте посмотрим на наш слайд. Вот он на экранах буквально. Секунду, да. Вон есть, это результаты обеспеченности, вообще это обеспеченность республики собственной продукцией. Вот посмотрим, молоком на 24%, мясом на 34%, яйцом на 52%, овощами 25%, картофелем на 100% практически обеспеченность. Это результаты 2016 года. Как вы оцениваете, как министр, результаты, динамику их? И что сделано в 2016 году, чтобы заложить основы для роста этих цифр? Ну, сельская картошка хорошо, но вот... Начну с того, что, конечно, картофель мы обеспечиваем сами себя. И Это в очень России здорово. картина такая, что есть перепроизводство картофеля. Буквально были недавно мы на совещании Минсельхоза России. Теперь ставят другие задачи перед аграриями. Надо запускать переработку картофеля
не надо уменьшать объемы производства, надо запускать переработку. Мы в этой части тоже попали в тему, мы хотим построить крахмальный завод. Тогда дополнительно мы еще можем в пределах 70 тысяч тонн переработать картофеля у себя внутри республики. А что По- касается по- динамики вот по молоку, например, все-таки цифра небольшая, согласитесь, ну, могла бы быть больше. Почему такая ситуация сложилась, почему все-таки мы недостаточно обеспечиваем себя молоком, и что сделано, чтобы эта цифра была выше? Ну, опять-таки, заглядывая в историю, я вот сравниваю цифры поголовья. В свое время в Коми было 75 тысяч голов дойного стада. На сегодня мы имеем всего 15 тысяч голов дойного стада. Конечно, были провальные годы, 90-е годы. Мы должны вот сейчас поэтапно восстановить это поголовье. В России на сегодня ощущается тоже нехватка сырья, нехватка молока. Россия на сегодня доит 19 миллионов тонн молока, не хватает 5 миллионов тонн. Поэтому приоритет для Минсельхоза России именно направление развития молочного производства. Мы в теме, мы этим занимаемся. Я думаю, что мы продолжим эту тему. И у нас есть планы, есть проекты, инвестпроекты, и большие, и малые. Я думаю, что у нас в дальнейшем получится. По овощам, как вы думаете, перспективы тоже для наших северян это очень важно. Те проекты, о которых было объявлено, имеется в виду строительство крупных объектов по производству овощей, что здесь сделано в этом направлении? Ну, на сегодня мы рассматриваем два крупных проекта. Это Демба 303 гектара и новый проект буквально появился недели 2 тому назад. Мы очень бурно сейчас обсуждаем, рассматриваем на разных площадках именно строительство тепличного комплекса в городе Сосногорск на 10 гектарах площади. С точки зрения себестоимости продукции, если сравнить Сосногорск и Ембу? Ну, конечно, в Сосногорске будет тепло подаваться туда как побочный продукт бесплатно. Это себестоимость отразится. Но на сегодня есть мнение, и у Сергея Анатольевича мы рассматриваем вопрос об объединении вот двух проектов и создать один проект вот на двух площадках. Зачастую говорят о том, что вот вообще какой вы точки зрения поддерживаете? Есть крупные предприятия, ну, например, там, не знаю, Гуляшори, да, Южная и так далее, там есть пригородный совхоз, а есть небольшие предприятия. Куда? Что даст больше прирост? Всем понемногу или в крупные проекты? Или учитывать интересы всех? Как министерство действовало в 2016 году? Я скажу одно, что мы будем учитывать интересы всех. Нужны разные фермы, нужны и малые фермы, нужны крупные фермы. Малые фермы я рассматриваю в более северных районах, где вообще на сегодня нету ни одного поголовья, ни одной фермы нету. По крайней мере, я думаю, что надо строить на 150-200 голов в любом районе, где вот отсутствует на сегодня молочное производство. Вы говорите обо всех муниципалитетах Республики Коми, я правильно понимаю? На сегодня в 5 муниципалитетах нет вообще ни одной фермы. Там можно строить? Да, там можно И строить. там есть предприниматели, которые заинтересованы? Вот поэтапно мы проходим, и вот мы договорились в Сосногорске, еду я послезавтра Троице-Печорский район, там тоже найдем площадку. Вот поэтапно мы хотим все же вот зашевелить эти районы, чтобы они тоже занялись молочным производством, по крайней мере, для того, чтобы обеспечивать свежим молоком садики, школы и больницы. Ну, один из самых развитых районов по сельскому хозяйству у нас, наверное, все-таки Каркировский район. Вот на экране сейчас увидим с вами замечательный кадр открытия новой фермы. В Каркировском районе, и роботы там, и техника великолепная, практически все автоматика. Даже вот в газете, которая у вас и выпущена, значит, называется на АПК Республики Коми, название статьи было, я был поражен совершенно, «Буренка в люксе». Это вот как раз про ту самую буренку, которую мы только что видели. Давайте посмотрим с вами слайд по количеству и названию ферм, которые были построены. Я думаю, что, кстати говоря, те люди, которые заинтересованы вот в тех районах, где нет, захотелось бы, наверное, такое получить у себя. Вот построены фермы, посмотрите, здесь почти 2000 голов. Значит, у нас ферм построено на 2000 голов. И все здесь, и на 300 голов Северная Нива, и в Сторожевске, и Небдинская, и Кайгородки есть, и в Заречье, Пожиге. В общей сложности почти на 2000. Но у меня в связи с этим один вопрос. С учетом реконструированных ферм 2700 получается поголовье. Я понимаю, да. Антонович, но у меня такой вопрос, в частности по Пожигу. Ответьте, пожалуйста, насколько я знаю, все-таки одна из задач, которую ставит Министерство сельского хозяйства, и это, наверное, правильно, все-таки увеличить удои. Вам вложили деньги приличные, построили отличную ферму, а удои все-таки, в частности в Пожиге, не выросли. Насколько для вас это важно, какие вы меры собираетесь предпринимать, чтобы эти деньги не впустую как бы не уходили все-таки? Какой смысл тогда строить такую красоту? Абсолютно правильно поднимаете тему, мы тоже это не раз обсуждали. Но сдали мы новую ферму, вложили бюджетные деньги, где-то 26 миллионов, плюс там 3 миллиона было
заемных средств. Хозяйство всего вложило 1 миллион рублей. Построили новую ферму. Тяжело, но построили, достроили. Запустили туда коров. Но ситуация не поменялась. Как доили они меньше 3000 литров в год, так и доят. В сутки доят 4 килограмма молока. Это не дело. Это не дело, поэтому на сегодня мы проводим работу, направляя туда специалистов для консультации. Будем требовать, чтобы они соблюдали технологию. Будем смотреть, чем они кормят коров, будем консультировать и требовать обязательно соблюдения всех технологий. Иначе не получится у нас. Там дело в технологиях, в умениях. В чем там? В умении хозяйствовать? Это ведь касается всей отрасли, наверное, вот эта вот проблема. Скорее всего, скажу, наверное, да. Нету специалистов хороших, толковых. Они и сами обращались ко мне, чтобы я нашел им руководителя до этого предприятия. Мы предлагали одну кандидатуру, они как-то не согласились, но будем еще искать, еще подбирать. Это очень важный вопрос, потому что в конце концов он достаточно глобальный. Республика, федералы выделяют деньги, и они должны быть эффективно использованы. Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств. Это серьезная у нас армия, люди тоже не остались без поддержки. Как поддерживаются фермеры в республике? И как вы оцените результаты этой поддержки? Вообще, как закончили год фермеров? Скажу, назову некоторые цифры. У нас где-то 404 фермерских хозяйств. Мы выделяем субсидии на содержание крупного рогатого скота. По прошлому году, по 2016 году, мы выделили 70 миллионов рублей. Поголовье всего коров у фермеров 2500 голов. В итоге в год мы выделяем на одну корову 35 тысяч рублей. Если 10 коров, 350 тысяч рублей. Если стадия 100 голов, да, то получается они 3500 получают, просто 3 миллиона 500 получают просто так, за содержание коров. Это как это понять просто так, Анатолий Петрович? То есть, за то, что они держат коров. За то, что держат коров? Да. А для вас важно, как для руководителя отрасли? Не только чтобы они получили, сказали большое спасибо, Анатолий Пантелеймонович, но еще для того, чтобы все-таки результат был какой-то? Ну, пока вот такая форма, конечно, мы будем эту тему обсуждать. Далее хочу сказать, что мы по другим позициям, там, на улучшение земли, на мелиорацию земли выделяем стандартно, как всем другим хозяйствам. Есть несвязанная поддержка растениеводства, то же самое мы также выделяем стандартно, как и другим хозяйствам. Они не ущемлены абсолютно, есть другие программы, есть грантовые темы. По прошлому году 7 у нас начинающих фермеров получили гранты, это предел 10 миллионов рублей. Потом 4 семейных фермы получили гранты, там 24 миллиона рублей. Это существенная помощь. Вот мы буквально... Но при этом, получается, и государство ждет результата. Да, государство ждет результата. Буквально дала статистика, бум вообще новых образованных фермерских хозяйств в 2016 году. Я был удивлен, мы не ожидали вот... А почему же удивлены-то, Анатолий Петрович? Вроде как вы с такой энергией взяли за эту историю, да, и видите, поддержка есть и все прочее. А почему? Есть какой-то страх по этому поводу? Сколько я скажу, немножко и страх появился, мы не сможем... Сколько, сказали вы, хозяйств дополнительно? 120 новых. 120 новых. Образовалось в течение года. Было 404. Это хозяйства, претендующие в том числе на... Конечно, это будут и начинающие фермеры, и семейные... Ну, значит, люди верят? Люди верят. То, что сделано мы вот начали разбираться. Есть другая программа, которая проходит через Министерство экономического развития на прямые муниципалитеты. И сумма была заложена по прошлому году 90 миллионов рублей. Именно вот в этой части я полагаю, что создавая фермерское хозяйство, многие фермера могли воспользоваться вот этой суммой. Это на покупку техники, на начало бизнеса, там доля и муниципалитета присутствует в пределах 5%. Анатолий Петрович, я хочу задать вот такой вопрос. Вот фермеров, ну пускай их там 10 в районе, например, да? Да, субсидирует государство, но нужна поддержка, я имею в виду, на мой взгляд, на развитие кооперации. Много в результате ваших летних поездок в течение года люди говорили, трудно справляться с логистикой, с доставкой продуктов, с вывозом ее там, в магазины, на в убойные пункты и так далее. Нужна кооперация какая-то, ну не знаю, как это назвать, может быть потребкооперация, может быть какие-то центры, которые объединили бы небольшие фермерские хозяйства. Ваше мнение по этому поводу и что делается в этом направлении? Ну, скажу, что это самая тяжелая тема для нас. Мы пытаемся объяснять людям. Но говорят, мы обратно в колхоз не хотим. Каждый хочет самостоятельно работать. Но есть какие-то подвижки. Вот буквально мы до конца года смогли помочь Ижемскому району в обустройстве, строительстве молочного цеха. Там несколько ферм объединились, они будут сейчас теперь разливать молоко на одной площадке. Вот одна из форм кооперирования. Есть примеры в Усть-Куломском районе, мы отдали под
убойный пункт, опорный пункт, для того, чтобы они все вместе использовали, одному отдали фермеру, чтобы они могли использовать эту площадку для всех фермеров Анатолий этого Васильевич, района. а вот как вы за этот год ощутили, вот эта вот кооперация, это должна быть инициатива самих фермеров или вот непосредственно там, значит, рука государства и там, значит, распределять между ними? Я полагаю, абсолютно было бы правильно, если они сами фермеры проявляли интерес. Когда сверху силовым методом создается, это быстро Если к вам обратно приходят 10 распадется. фермеров, вы готовы поучаствовать, вы готовы оказать им помощь и поддержку государства, вот для того, чтобы, не знаю, координация, какие-то там, может быть, документах и все прочее? Конечно, не только документах, не только, допустим, бумагах, консультациях. Еще есть гранты, мы готовы выдавать гранты. Говорить о развитии сельского хозяйства и не упомянуть о развитии рыбоводства невозможно. Мы вернемся к этой теме буквально после короткой рекламы. Это «Детали дня». Мы говорим сегодня об итогах работы агропромышленного комплекса республики в 2016 году. Коми богата рыбой. Но в последние годы мы слышим о рыбоводстве зачастую только в негативном свете. Замор рыбы, погибли десятки тонн форели. Вот, например, эти архивные кадры на экране вы сейчас видите. Грустная картина. Такие вот фотографии были несколько лет назад в сети, интернет. Вот что произошло с рыбой на водохранилищах республики. Замор. И стали у людей опускаться руки, по сути. Можно ли развивать у нас рыбоводство? Это стало происходить не один год, в течение нескольких лет. Там люди несли серьезные убытки. Анатолий Пантелеймонович, что было сделано в прошлом году, чтобы сломать эту тенденцию, чтобы действительно на наших прилавках появилась наша рыба? Ну, мы проделали много работ, я скажу в этой части. Конечно, мы потеряли объемы. В свое время республика давала 400 тонн рыбы, товарной рыбы. На сегодня был объем у нас по году, в 2016 году, всего 70 тонн. Добавили, сделали 90 тонн, но все равно это очень мало. Безусловно. Очень мало. Нужны проекты, свежие, новые проекты. И в этой части у нас вот просматриваются два хороших проекта. Это один, который быстро мы сможем реализовать, это Сосногорск, это на базе тепловой электростанции, есть пустующее помещение, есть начата работа, там уже установлены ванны, их очень много, есть система водоподачи, водоочистки, ну все сделано почти. Осталось руку приложить, поменять старую систему на новую систему. Опять же, с теплоэнергией, понимаю, там проще. Да. И уже в мае месяце мы готовы будем туда уже посадить икру. Я так понимаю, с инвесторами уже обсуждался этот вопрос в 2016 году. Буквально сегодня обсуждались эти темы с участием и инвестора, с участием, значит, хозяина вот этого здания, представителя хозяина этого здания. Поэтому все идет в плановом порядке. Я думаю, что это у нас получится. Другая тема, тоже она масштабная, новая для республики. Это на базе биоэнергетической станции. Это финская технология переработки опилок, значит, выработка электроэнергии 2 мегаватт-час. Это очень тоже большой объем. Очень красивый проект, отработали финны у нас в Сыктывкаре. И у них есть продолжение темы у себя. Именно при таких электростанциях они ставят аквакультуру. Там опять-таки бесплатное тепло, вода, электроэнергия. И мы разворачиваем наш проект совместно с финнами на базе этой станции. Проект уже как бы на выходе. Мы хотим презентовать главе республики данный проект, а потом уже будем заказывать рабочий проект. Я думаю, что вот запустив эти два проекта, мы сможем вот достичь тех объемов, может быть, даже сделаем больше. Анатолий Пантелеймонович, в этом году жители республики ощутят, что нашей рыбки стало больше? Я думаю, да, потому что Сосногорске попроще, там и требует меньше вложений, предел 15-20 миллионов, мы там получим уже достаточно быстрый результат при небольших вложениях. Летом прошлого года, как мы знаем, во время общественных слушаний в Воркуте мы слушали с вами вместе выступление руководителя оленеводческого хозяйства. Вот давайте посмотрим на замечательное видео. Отличное хозяйство в Воркуте, замечательная вкусная продукция, эффективное, перспективное предприятие. Анатолий Пантелеймонович, ваша оценка оленеводства республики, вы вообще как министр впервые, как специалист сельскохозяйства, впервые познакомились с этим направлением сельскохозяйственной отрасли. Какие вопросы вот в области оленеводства сдвинулись с мертвой точки в 2016 году? Ну, тема для меня новая, данная тема, но тем не менее много получено консультаций от специалистов, и есть уже некое видение дальнейшего развития
этой отрасли. Главная проблема для оленеводов на сегодня, они как бы сами по себе вроде бы работают, да, ничего многого не требуют, хотя мы вкладываем тоже в развитие оленеводства, субсидируем предел там 44 миллионов рублей по году. У нас поголовье насчитывается 75 тысяч голов в республике. Но и другая проблема возникает. Кроме легальных предприятий оленеводских, у нас ходят по тундре нелегалы, которые не подчиняются никаким законам, у них только свои законы. Они не проходят прививок никаких, они даже не получают субсидии. И в этой части мы проработали, в прошлом году летом с ними провели определенную работу. И на сегодня уже есть результаты, где-то 3 вот таких стада объединились, вошли в общее предприятие ПСК «Оленевод». И эту тему надо нам дальше развить. И мы должны продолжить эту работу. В начале марта пройдет большая конференция оленеводских хозяйств в Воркуте. Обязательно мы эту тему обсудим и будем толкать, чтобы наши оленеводы поняли наконец-то, что надо цивилизованно вести данное хозяйство. Давайте примем телефонный звонок нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вопрос от Попова Петра Михайловича, председателя КОР «Фермеры Коми». Да, пожалуйста. Ранее, до 2015 года для крестьянских фермерских хозяйств в государственной программе предусматривалась субсидия в виде единовременной выплаты семьям, переселившимся в сельскую местность с целью создания крестьянско-фермерских хозяйств. Анатолий Пантелеймонович, можно ли возобновить данную субсидию для крестьянских фермерских хозяйств? Спасибо. Спасибо большое вам за вопрос. Анатолий Петрович, прошу. Ну, скажу, что хочу порадовать для тех, кто пожелает из городской местности переехать в сельскую местность. Мы восстановили данный вид субсидии. Она хотя небольшая, по сумме 25 тысяч рублей на главу семьи, еще по 5 тысяч рублей на каждого члена семьи. У нас деньги заложены, и для тех, кто захочет переехать из города в деревню, заняться фермерским хозяйством, мы обязательно поможем. То есть помимо того, что вот для начала, да, как подъемные некие, а помимо еще, если станет фермером, то это и субсидирование по программам господдержки. Конечно, они могут пойти по программе начинающий фермер в итоге. Это только чисто вот такой стартовый небольшой капитал. Поговорим с вами об устойчивом развитии села. Вот мы сделали такой небольшой слайд, давайте мы с вами посмотрим еще раз на экран. Я попрошу показать режиссера. Вот финансирование под программу устойчивого развития села. Из регионального бюджета 131 миллион рублей, из федерального бюджета 67,2 миллиона рублей. Это серьезное направление деятельности вашего министерства. Что было сделано для развития сельской инфраструктуры? На что пошли эти средства, Анатолий Васильевич? Ну, скажу, для нас вот такая самая проблемная тема, наверное, для Минсельхоза. Проблема в каком плане? В плане исполнения. Да, плане исполнения. Много сделали, много проработали. Ну, с таким трудом мы отработали деньги федеральные свои. Я когда понял, что в начале ноября дела идут провальные по ряду муниципалитетов, пришлось вот перевести на ручной режим управления полностью. А я не понимаю, что деньги есть, почему не исполняется? Тут много причин. Тут и вина муниципалитетов, тут процедурные вопросы по проведению аукциона на эти виды работ. Но мы все же успели, все сделали. И на сегодня картина у нас хорошая. Мы ввели более 7 километров водопроводов. Это Печора, это Усть-Уса. Мы построили газопроводы тоже около 8 километров. Это Вуктыл, Дутово. На сегодня там 72 дома могут врезаться в газопровод и подать газ в свои дома. Эта программа дальше будет продолжена. Это еще, скажу, не только мы, вот, допустим, водопроводы, газопроводы, плюс мы строим жилье. 69 граждан по нашей программе смогли улучшить свои жилищные условия в сельской местности, в том числе 29 это молодые семьи, молодые специалисты, это тоже солидно. 15 тысяч квадратных метров жилья мы сдали по году. Плюс еще занялись мы сейчас в Удерском районе, строим многофункциональный центр Кослане. Объем тоже финансирования большой, скажу, около 60 миллионов. Строим школу Пылдина в Сысольском районе, тоже объект переходящий. В этом году мы должны сдать данный объект. Анатолий Петрович, как вы ощущаете? Вот часто едете по республике, по сельским районам, конечно. Если там налаживается инфраструктура, это сказывается на производительности труда, на том, что люди не хотят уезжать оттуда, на настроении? Тенденцию вот эту возможно сломать каким-то образом? Абсолютно верно вы говорите. Мы пытаемся это делать в более масштабном варианте. Надо строить
строить для молодых специалистов побольше жилья, надо строить агрогородки, об этом мы говорим. Берутся районы Сысовские, Прилуцкие, пока еще нет понятия вывода этих земель для жилищного строительства, мы готовы поддержать. Мы готовы помочь войти в эту программу. Это будет более масштабное решение вот данной проблемы. Может быть, комплексное, да? Да. Давайте примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Здравствуйте, Рудковская Татьяна, Да. город Сыктывкар. У меня такой вопрос. Сейчас, куда ни глянь в нашем городе, вокруг магниты и пятерочки, в которых не всегда можно встретить нашу продукцию. А в каких магазинах я, как простой потребитель, смогу купить любимые молочные мясные продукты, свежий хлеб, овощи наших предприятий, именно наших предприятий? Спасибо большое. Понятно, Анатолий Павлович. Спасибо вам за вопрос. Понятно. Люди знают о результатах нашей деятельности и хотят увидеть наши продукты. Ну, вопрос понятен. Если взять наших крупных производителей, они имеют свои торговые точки. Взять Зеленецкую фабрику, на сегодня у них около 40 своих торговых точек по всей республике. Взять наш ликероводочный завод, допустим, далее пивзавод наш тоже имеет свои точки торговые. Ну, я вот в большей части склоняюсь все же для того, чтобы наши, особенно мелкие фермерские хозяйства присутствовали везде. Мы организуем ярмарки. У нас всего 50 площадок для организации ярмарок. И в этой части мы тоже очень много проделали работ. Провели на этих площадках более 2000 ярмарок. В том числе более 400 ярмарок выходного дня. Имеем мы на этих ярмарках, ну вот, грубо назвав, около 1000 нестационарных торговых точек. Да. И на сегодня есть картина, которая вырисовывается. Все же наши фермерские хозяйства 70% своей продукции продают именно на таких вот ярмарках. Кроме этого, мы пытаемся создать свою региональную сеть. Знаем об этом, да. Да, это магазины Маты. 4 магазина мы открыли. Кроме этого, вот, кроме данной сети, еще одно направление, это фермеры и коми, там тоже объединились фермерские хозяйства, такие, да. они тоже в 4 магазинах представлены, пока они на арендных территориях, но тем не менее работа ведется. А как воспринимают ритейлеры федеральные, если коротко? Понимают нас? Готовы идти нам навстречу? Или вот неприятие? Лучше из Тюмени привезем яйца, чем взять наши там зеленецкие? Ну, с ними тоже мы ведем работу, скажем, не стоим на месте, добиваемся чего-то. Мы присутствуем и в сетевых магазинах, неплохо представлена наша продукция, молочная продукция, это пригородного, нашего молочного завода Сыктывкарского, Зеленецкие фабрики и ряд таких крупных предприятий. Анатолий Петрович, правда, что Зеленецкая фабрика открыла 3 магазина в Кировской области? Это вообще революция. Нас туда никогда не пускали. Там на границе, по-моему, останавливали, воевали до последнего. Это буквально свежий пример. Под занавес уходящего года, буквально в декабре, вот Николай Михайлович Черный, я сам тоже ездил, один раз был, значит, смотрели. Помимо того, точки. еще наши магазины есть и в Санкт-Петербурге, тоже пользуются большой популярностью. Ну да, ну немножко болезненно воспринимают они, но тем не менее мы соседи, мы должны жить, дружить. Они у нас присутствуют со своим молоком. Мы Да, чего же нам-то нельзя? Пошли мы туда со своим мясом. Безусловно. Конечно, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, студия, добрый вечер, Анатолий Пантелеймонович. Меня зовут Наталья, я из города Сыктывкара. Мой вопрос следующий. Насколько я знаю, сегодня довольно остро стоит вопрос и существует проблема нехватки кадров в Республике Коми. Скажите, а что делается для решения этого вопроса и вот в частности самим министерством? Какие принимаются меры для того, чтобы хоть как-то восполнить нехватку кадров в отрасли? Спасибо, Наталья, за вопрос. Важный вопрос. Коль развиваем, надо знать, с помощью кого. Прошу, Анатолий Петрович. Ну да, надо сказать, что кадры решают все. Безусловно. Лозунг был такой, да. В плане подготовки кадров, конечно, работа ведется у нас неплохо. Есть базовый техникум, аграрный техникум. Выпускаются ветеринары там, выпускаются экономисты, бухгалтеры, выпускаются техники, механики. Еще дополнительно мы направляем в другие регионы, кто приходит к нам за направлениями. Мы направляем в Вятскую сельхозакадемию, мы направляем в Вологду. Но тем не менее проблема есть, проблема остается. Высшее образование, как вот в республике? Да, и в этой части мы ведем переговоры с Ухтинским университетом о том, чтобы открыть на базе Ухтинского университета
один факультет, именно факультет по подготовке механизации сельского хозяйства, специалистов По сути, механизации сельского инженеры, хозяйства. да? Да. Я буквально буду вот на этой неделе встречаться с ректором. Есть устная договоренность, мы все детали там посмотрим, с чего начать и как выйти, и как организовать. Да. Оборудование современное требует и подхода Да. современного. Но одно дело выучить специалистов, другое дело, как их удержать на селе. Это тоже проблема. И в этой части мы много делаем, опять-таки я скажу. Есть у нас разные программы, разные гранты. Вот мы, допустим, для специалистов, кто идет на село работать, выделяем гранты до 500 тысяч рублей. Для механизаторов до 300 тысяч рублей. Тоже хорошие, подъемные, я скажу, но они должны отработать такие определенный срок, мы заключаем с ними соглашение, и таких было по прошлому году 15 человек. Надеемся, будет больше, Анатолий Петрович, потому что действительно есть где работать, судя по инвестпроектам, которые есть. Анатолий Петрович, мы заканчиваем нашу программу, и если можно коротко, что удалось, что не удалось в 2016 году, и что вы, как министр, ставите приоритетом для себя на нынешний год? Ну, вопрос такой он. Коротко не ответить. Да. Видно, что мы смогли сделать, что успели сделать, да. Но вот у меня вот недовольство, я каждый раз высказываю, мы очень слабо работаем со своей матушкой землей, да. Мы плохо относимся, мы мало пашем, мало сеем, это плохо, да. Нету кормовой базы. Вот мы сделали небольшое движение в процессе создания новых скотомест. 2700 скотомест получили. А у нас остается кормопроизводство. Мы должны закупать технику, мы должны обрабатывать, пахать, сеять эту землю. Тогда улучшится кормовая база. Вот это направление мы в этом году тоже сейчас будем пересматривать, будем выделять обязательно субсидии на покупку новой техники. Об этом говорят все. Об этом говорят фермерские хозяйства, руководители, об этом говорят руководители крупных, средних предприятий. Мы готовы субсидировать, оказывать помощь на закупку именно новых тракторов, машин. Анатолий Петрович, планов у вас громадье. Вы знаете, я вам желаю успехов. Вот эта энергия, которая у вас чувствуется, чтобы она, безусловно, помогла решению тех задач, которые есть. У нас есть возможность для развития сельского хозяйства. И мы уверены в том, что мы почувствуем на наших прилавках, на наших столах о том, что именно наша продукция лучше всех. Спасибо вам за участие в нашей программе. Завтра программа «Детали дня» будет посвящена итогам 2016 года в работе Министерства образования, науки и молодежной политики республики. Всего вам самого доброго.